Здравствуйте, в эфире «Время региональных вестей». С вами Лариса Шамаева и в начале главные темы выпуска. Модернизация первичного звена здравоохранения. Глава Чеченской Республики принял участие в церемонии присвоения Республиканской клинической больницы имени Ахмад Хаджи Кадырова и передачи автотранспорта. Надежность и стабильность. Наша задача сделать банковские услуги ВТБ максимально доступными для всех жителей Чечни. В столице открылся новый офис ВТБ по обслуживанию физических лиц. Грация и величество, нежность и скромность – уникальное сочетание парного чеченского танца. Зрительный зал ликует, студентов переполняет чувство гордости за своих одногруппников, которые защищают честь своего университета. В Грозном прошел студенческий фестиваль танцев. Рамзан Кадыров принял участие в торжественной церемонии присвоения Республиканской клинической больницы имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмад Хаджи Кадырова. Здесь же глава региона передал 105 единиц нового автотранспорта 16 грозненским и 11 районным медорганизациям Чеченской Республики. Техника была приобретена в рамках национального проекта здравоохранения. Обо всем по порядку. Турпал Тайсумов. Республиканская клиническая больница претерпела значительные улучшения. Внешний фасад и прилегающая территория полностью обновлены, а внутри здания проведен ремонт с перепланировкой реанимационного и приемного отделения. Созданы комфортные условия в ординаторской, закуплено необходимое оборудование. Кроме того, учреждение переименовано в честь первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмада Хаджи Кадырова. Глава региона пришел поздравить сотрудников с преобразованием. С ним также присутствует заместитель председателя правительства Чеченской Республики Айшат Кадырова и другие официальные лица. Министр здравоохранения Адам Алханов в своей речи отметил, что в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» и нацпроекта «Здравоохранение» 21 больница региона получит 105 автомобилей. Это важный день, ведь теперь одно из крупнейших многопрофильных медицинских учреждений нашей республики будет гордо носить имя великого человека, который с неустанной преданностью служил своему народу и заложил прочные основы его благополучия. Ахмад Хаджи Кадыров был не просто лидером, но и символом надежды и опоры для своего народа. Его забота о здоровье и будущем чеченского народа стала для нас вдохновением, примером. Благодаря его великой миссии и мудрому руководству нынешнего главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, наша система здравоохранения продолжает стремительно развивать, обеспечивая доступ к качественной медицине, современному оборудованию и профессиональной помощи. Сегодня Республиканская клиническая больница имени первого президента Чеченской Республики отвечает всем современным требованиям и предоставляет своим пациентам медицинскую помощь на высоком уровне. А решение о присвоении учреждению нового имени было принято в обращении Минздрава и персонала лечебного заведения, рассказывает Рамзан Кадыров. В последнее время нас радует успехи Министерства здравоохранения. По показателям рождаемости и естественного прироста населения мы на первом месте в стране. На втором месте мы по снижению смертности и в пятерке по продолжительности жизни. Это очень хорошие результаты. Вам нельзя останавливаться, нужно совершенствовать мастерство и проявить чуткое человеческое отношение к пациентам. Добрым словом врач может придать уверенность и даже вылечить больного. С сегодняшнего дня Республиканская клиническая больница будет нести имя первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмада Хаджи Кадырова. Хочу пожелать всему медперсоналу терпения, сострадания и успехов. Уверен, вы с гордостью будете продолжать свое дело. И сегодня же мы передаем 105 машин для нужд медучреждений. Это уже 5-я партия в рамках нацпроекта здравоохранения. Уверен, что это облегчит труд медицинских работников. Мосу урам, мосу ман, объект, чай гидон, амад алит рахтелях небовый, маск шдюстон. Здравоохранение твой основной дом министерства югдастон. Ореона юрта фапш больнич. Цигар министр тхадед вата Муса лятна цигар тханен шиган лятна министр цигардон. Министр цлячи. Так хелавать. Самет учреждений Ахмад алит рахтелях. Самодон. Да чудела датские. Цехуйцлер алдастон.
بالبولتو شين تلعتو بيتل شاسداني وي توكي شرحارو دي بوش شرحارو وي توكي هراتي إيدر داستان آدم شادان منيسر خوش دان شينا يخيد دان يعرجو دان شا منيسر لاتن سندان تسعة أبيكتيات دان ضروري أحمد علي زرح دان شا تلمغ دريش دان ريسبليكانسكي دان أس مغردو تيجي بيلو دان ريز بالعال أو ريزي بودان شلال شاش تيجي كوچوا بيلش بينير دان كيتشن بينير كيتشن لايتو بولنيس نشيل روياش دان شان لاك ديال باويل تان ريشين بنياتنا دان ريز هل تام دال دان شعب بيلوش بلنش دشنشين أميلتي خزخبرتي مشتابيشتان أصلا ديك دان ليوش خبر حسن دال دان شجار بايد بالي تويل دال بالي تويل دال شو كاش نح كيزي خلي تويل شو كاش داو شجار حي القيت خلي تويل دان دال برتصعبويل. Здесь же Рамзан Кадыров наградил званием заслуженный врач Чеченской Республики Ламару Абдулхаджиеву, заведующую отделением оториноларингологии Республиканской клинической больницы. Она стала победителем Всероссийского конкурса врачей в номинации «Лучший отоларинголог России 2024 года». Для меня это очень волнительный день, знаменательный. И, честно говоря, я не ожидала, что так высоко оценит глава республики и Минздрав Чеченской Республики мою победу на всероссийском конкурсе. Честно говоря, меня переполняют эмоции. Шла я к этому, не знаю, это долго или коротко. Я работаю 22 года в сфере здравоохранения. Такого никогда не было. Официальные лица во главе с Рамзаном Кадыровым дали старт работе учреждения после переименования и модернизации. Условия работы нравятся всему персоналу, а их около 1000 человек. Больница рассчитана на 760 коек. Транспорт однозначно он облегчит работу медицинских сотрудников. Это однозначно, потому что, имея прикрепленное население для каждой больницы, есть такие моменты, что медицинский персонал должен осматривать пациентов на дому. Стоит отметить, что руководством региона подобная помощь оказывается во всех сферах регулярно. Новый транспорт значительно упростит доступ населения к медицинской помощи, повысит мобильность медицинских работников. Удобство для водителя и для больного человека. Самое главное, цангштаган удобство. Дерез хилтон, айманы несеуна, дальсайок, жеге машинаш. Всем пациентам клиники глава региона пожелал скорейшего выздоровления, а сотрудникам продуктивной работы. Эти автомобили станут прекрасным пополнением автопарков медучреждений в разных районах субъекта. Теперь работа водителей станет проще и намного комфортнее. Турпал Алита Исумов и Магомед Басаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести». Чеченская Республика. Глава республики поздравил депутата Госдумы Адама Делимханова с присвоением государственной награды. Указом президента России «Дорогой брат» депутат Государственной Думы Герой России Адам Делимханов награжден орденом за заслуги перед Отечеством 4-й степени. Награда присуждена ему за вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу. Я с большим удовольствием поздравляю его с этим значимым событием, написал Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале. Надежность, стабильность и безопасность – это все ВТБ банк, один из ведущих в России с высокой долей государственного участия. Новое отделение по обслуживанию физических лиц открылось в Грозном. В городе это уже 3-й по счету. О возможностях банка расскажет наш корреспондент Медина Мударова. Новое отделение ВТБ по обслуживанию физических лиц расположилось неподалеку от центра Грозного на улице Дьякова, 19. Торжественное мероприятие открытия собрало гостей банка, приветственное слово от нового управляющего ВТБ в Чеченской Республике и традиционная церемония перерезания ленты. Здесь она синяя в корпоративных цветах бренда. В новом офисе созданы уютные рабочие зоны. Инновационный формат отошел от типичного представления банковских отделений как в интерьере, так и в обслуживании. Наша задача сделать банковские услуги ВТБ максимально доступными для всех жителей Чечни. За последний год мы открыли 3 офиса, 2 из них в Грозном, а 1 в Гудермесе. В ближайшее время планируется открыть новые точки в городе Урус-Мартан, Грозный и Гудермес. Здесь можно оформить вклады, кредиты, выпустить дебетовые и кредитные карты, получить консультацию по финансовым вопросам и настроить цифровые сервисы. Сейчас, Султан, лучшее предложение по картам. У нас бесплатная карта с лучшей программой лояльности, кэшбэком до 5% на покупки в супермаркетах.
То есть вы ежемесячно выбираете категории трат, где чаще всего совершаете покупки, и вам возвращается кэшбэк. Возвращается кэшбэк рублями, не баллами, не бонусами, а рублями ведь спасибо в карман не положишь. Для посетителей организованы удобные места ожидания, кофе-зона, бесплатный Wi-Fi. Сотрудники обслуживают клиентов с помощью ноутбуков, а подтвердить операцию можно в мобильном приложении. В круглосуточной зоне установлены 2 банкомата. Офис хорошей доступности, легко добраться, очень хорошее обслуживание. Вот банкоматы работают 24/7, это очень удобно и очень хорошо. Плюс еще сервис обслуживания очень хороший, работники очень приветливые, вежливые. Расширение сети отделений – признак того, что финансовые услуги востребованы, а экономика Чеченской Республики активно развивается. Банк ВТБ – это крупнейший финансовый институт России, который предоставляет большой спектр высококлассных финансовых услуг и продуктов для юридических и физических лиц. Мы надеемся, что открытие нового офиса банка ВТБ на территории региона станет серьезным стимулом для развития экономики региона и повышения благосостояния жителей. А для банка важен комфорт каждого, поэтому вход в офис адаптирован для визита людей с ограниченными возможностями здоровья. Установлен пандус со звонком. Офис ВТБ банка стал 3-м по счету в Грозном и 4-м в Чеченской Республике. Отделение удобно расположилось вблизи городского рынка, торгово-развлекательного комплекса Грозный-Сити и футбольного стадиона Ахмат-Арена. К преимуществам локации также можно отнести транспортную доступность, высокий пешеходный трафик и наличие парковки. К концу 2026 года количество точек ВТБ в России составит 2000. Офисы банка появятся во всех регионах страны, в том числе и в населенных пунктах с числом жителей от 50 тысяч человек. Медина Мударова, Мовсар Хаджиев, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. Мэр Грозного Хасмагомед Кадыров с рабочим визитом посетил Институт пространственного развития города. Градоначальник ознакомился с деятельностью организации и текущими проектами. Учреждение запущено в мае текущего года по инициативе главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Институт разрабатывает концепцию развития территории Грозного, проекты благоустройства и уникальные архитектурные объекты. Также создаются виртуальные модели, чтобы наглядно показать, как они будут выглядеть после завершения строительства. Мэр высоко оценил работу и призвал руководство института принимать активное участие в вопросах развития столицы. На будущее проект так, соцобъект, если у нас будет, нам не нужно было бы, чтобы куда-то обратиться и ждать их пользы, больше было бы. Нужно таких людей привлекать, чтобы они их тоже обучили и совместно работали. В Грозненском государственном нефтяном техническом университете состоялся 11-й ежегодный студенческий фестиваль танцев, приуроченный году истории культурного наследия чеченского народа, объявленный главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Фестиваль собрал более 100 участников, которые соревновались в 3 номинациях. Критерием оценки стали пластичность, манера исполнения и костюмы. Об итогах в сюжете Валентины Гусевской. Чеченский танец – это гармония грации и достоинства. Каждое движение танцоров отличается легкостью и точностью, а каждый шаг пронизан силой духа и уважением к традициям. В Грозненском государственном нефтяном техническом университете имени академика Миллионщикова между факультетами состоялся фестиваль танцев «Чечен Dance Wave 2024». Его организуют 11-й год подряд. Почему 11 лет? Скажу просто, потому что студенты рвутся, потому что студенты хотят и, конечно же, потому что в нефтяном университете есть все условия для того, чтобы развивать вот это культурное движение. Да и в частности во всей республике наши студенты не только должны учиться, но и развиваться и культурно, и духовно. Студенты соревновались в 3 номинациях – народный парный, народный сольный и народный массовый танцы. После завершения каждой номинации судьи выставляли оценки от 1 до 5 с максимальным количеством в 15 баллов. Зрительный зал ликует. Студентов переполняет
переполняет чувство гордости за своих одногруппников, которые защищают честь своего университета. Поддержка зрителей была неотъемлемой частью соревнований, которая настраивала участников на победу. Я поддерживал настолько, что уже голос пропал, когда я кричал. Было очень круто, очень весело. Мне понравилось. Но особенно ИЦ-ТП один из лучших. После того, как все участники представили свои номера, судьи приступили к выбору призеров фестиваля. Оценивали жюри по тем критериям: это уровень исполнительского мастерства, сценический костюм, музыкальность, чистота исполнения, манера, характер, все, что включает в себя именно народный танец. Сегодня ребята показали очень хороший уровень, очень разнообразные постановки были. Обладателем третьего места стал Институт строительства, архитектуры и дизайна. Студенты факультета среднего профессионального образования получили кубок за второе место. Заслуженное первое присвоили Институту нефти и газа. Самым желанным титулом победителей Гран-при стали участники Института цифровой экономики и технологического предпринимательства. Готовились целый месяц, каждый день репетировали. Просто впечатление без слов. Рады очень. Конкуренция была хорошая, но наши зрители самые лучшие, наша поддержка была очень хорошей. Мы рады, что взяли Гран-при уже второй год подряд. В ГГНТУ студенты технических специальностей показали, что их таланты выходят за рамки точных наук. Валентина Гусевская, Ислам Нацуров, Алисхан Кацулов и Харан Абдулаев. Вести, Чеченская Республика. Из Грозного в зону проведения специальной военной операции в очередной раз отправились добровольцы со всей страны. Среди них есть опытные бойцы и новобранцы. Каждый прошел ускоренный курс военной и огневой подготовки на базе Российского университета спецназа имени Владимира Путина. Конечно, в команде есть также представители чеченской нации, которые не остаются в стороне, активно помогая братству в подавлении недругов. Экипировкой и всем необходимым бойцов обеспечил региональный общественный фонд имени Героя России Ахмат Хаджи Кадырова. По традиции председатель правительства Чеченской Республики Магомед Даудов проводил бойцов со словами напутствия. В зоне боевых действий самое главное — это поддержка друг друга. И эта поддержка чувствуется общением с нашими бойцами. Мы боремся за правое дело. Мы боремся, чтобы существовало наше государство от зла, которые сегодня хотят нам в лице НАТО, Америки, Запада навязать наше будущее поколение. Бойцы, я от вашего имени хочу поблагодарить в первую очередь главу Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, который с первых же дней взял вот такую ответственную, благородное дело, это обучение, формирование батальонов и полков, а также отправка и в дальнейшем участие в судьбе каждого бойца. Это дорого стоит. Мы благодарим за это главу Чеченской Республики, Героя России, генерал-полковника Рамзана Ахматовича Кадырова. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева, и до новых встреч в эфире.